Здравствуйте, меня зовут Мунхалов Артем, ученик 6 Б класса СОШ номер 1 города Якутска. Тема моего доклада– «Жизнь в картинах» Афанасия Мунхалова. В 2020 году моему деду Мунхалову Афанасию Петровичу исполнилось бы 85 лет. Я решил посвятить мое выступление памяти дедушки и рассказать его биографию и творческую деятельность. Мой дед Мунхалов Афанасий Петрович, известный художник-график, его картины известны и узнаваемы и хранятся во многих музеях России и за рубежом. Целью моей работы было изучение и анализ творческой деятельности художника Мунхалова. Для решения этой цели были выставлены следующие задачи. Первое– изучить биографию Мунхалова. Второе– провести анализ его картин. Третье– изучить, как жизнь художника отражена в его картинах. Была выдвинута гипотеза. Мы предполагаем, что изучение биографии и творческой деятельности, а также анализ картин художника Мунхалова способствует формированию интереса к изучению истории своей семьи, любви и уважения к близким в целом, к родной истории или культуре. Объект исследования биографии и творчества художника Мунхалова. Предмет исследования картины художника Мунхалова. Методы исследования. Первое– изучение семейного архива, документов, фотографий, картин и интересных эпизодов из жизни Мунхалова Афанасия Петровича. Второе– опрос родственников. Афанасий Мунхалов стал знаменитым художником в молодом возрасте. Он учился в Москве в художественном институте имени Сурикова и в конце обучения в 1963 году создал произведения, которые до сих пор считаются одними из самых известных его работ. Серии «Солнце светит всем» и «Колхозные будни». Потом появилась почти сразу серия «Мой север». Из этой серии многие знают и любят картину «Слушает мир». Она обошла большое количество выставок мира и сейчас является классикой якутского художественного искусства. У меня есть несколько самых любимых картин дедушки. Это «Тихий разговор», это графика, но видишь от цвета пламени костра, слышишь потрескивание дров и тихие голоса. Еще одна из любимых– это цветная линогравюра «Свежее утро», где изображена моя мама в детстве, ей там 12 лет. Среди живописных работ моя самая любимая, где изображена бабушка, очень молодая, в розовом платье, на картине ей 35 лет. Я считаю, что это очень красивый портрет, и мне нравится представлять свою бабушку молодой и смотреть на нее глазами дедушки. Я попытался сделать коллаж с фотографией моей бабушки и сейчас, через 50 лет. Также я хочу рассказать историю про войну моего деда и как она отразилась в его картинах, потому что он всегда говорил, что в каждой семье была своя история войны. Я часто представлял, как страшно было пережить трагедию войны маленькому человеку в 7 лет. После смерти отца в 1941 году Афоня жил с мамой и второй старшей сестрой Марфой. В деревне Кюндил Черепчинского района в 1942 году вышло постановление партии о переселении черепчинских колхозов в Приполярье для добычи рыбы для фронта. Их привезли в сентябре на пустой берег Лены, недалеко от Быкова мыса, за которым было уже море лаптевых. Когда наступили морозы, люди стали гибнуть от голода и холода. Ослабевшие живые не могли хоронить мертвых так же, как и в блокадном Ленинграде. А потом наступил самый страшный день, когда умерли мама и сестра, утром не проснулась Марфа. Афоня лежал рядом с мертвой сестрой, ей было 17 лет, а вечером у костра, где варили лошадиную падаль, мама стала падать, опрокинулась и умерла. Ей было 46 лет, а Афанасию Мунхалову 7 лет. Позже дедушка в 2003 году сделал серию работ «Сага о Чурочинском переселении». Заключение. Первое. В данной работе был сделан анализ творческой деятельности художника Мунхалова. Второе. Творческую жизнь Мунхалова Афанасия Петровича можно разделить на 5 основных творческих этапов, и последние годы было создано много живописных работ. Мунхалов был прежде всего художником-графиком, у которого также есть живописные работы. Творчество Афанасия Мунхалова тесно переплетено с его жизнью, которая отражена в его картинах. Гипотеза подтверждена: через картины моего деда Мунхалова Афанасия Петровича появляется интерес к изучению истории своей семьи, любви и уважения к близким, в целом к родной истории и культуре. Спасибо за внимание.